человеческую жизнь найти. Он хоть до дома дошел. Здесь удалось ему помереть. А отец сына моего, где он? Жив он, дочка, жив. Ой, кто здесь? Никого. Видно, из ума стал выходить. Не плачь, дочка, не плачь. Жди. Сам Перепас, наш Бог-Отец, охранит его. Не даст погибнуть он вашей любви. Кто еще на земле может любить так, как он? Ой, Перепас Всевышний. Опять сама с собой разговаривать стала. Ой, Нишкипас, прости нас. Но не сумели мы похоронить дядю Сурая. Сынок, думали вытащить его из петли. Даже темную ночь для этого выбрали. А старый пес, управляющий Хлыстова, нас самих чуть не повесил. Напополам, говорит, кнутом изрублю. Лоскуты со спины сниму. Будете знать, как свои рыла на своего бояра выставлять. А мне сказал, и мужик твой того же дождется. Как только вернется, зеленым огурцом будет качаться на своих же воротах. Сынок. Ну не гневайся хоть ты на моего мужа. Он ушел к Емельяну Ивановичу, чтобы справедливой жизни для всех нас добиться. И вот пропал. А может, и он где-нибудь вот так же, на ветру, под дождем. Я пришел. Не верила, что вернусь. Нет, верила. Радай. Вырос-то как? А Петрунь Пескалявый где? Прости меня, Нечай, не сумела сохранить их. Тяжелый мор прошел по селу, животом болели. Тогда полтела умерло. Конява мучилась недолго. Петрунька тот уж был и совсем выправился. А потом снова начал бредить. Дяденька все звал. Шай, возьми себя в руки! Не время спешить надо! Всю семью погубишь! Кто этот человек? Друг. Тетяй, Собирайся, сынок. Уходить надо. Тетя,
Собирайся, сынок. Я же говорил, что вернется, а ты не верила, не верила. Ходить нужно, сын. Я сейчас, я мигом. Не потухший угли с собой возьмем. Под кафтанами понесем, чтобы не промокли от дождя. Еду собери всю, что есть в доме. И одежду не забудь. Струмет мой цел. Все в мешок собрал. Правда, я ими кое-что делал. Парсун, Петрунькины, Конявин. Мама говорит, они душой на тебя похожи. Вот. Всегда с нами спят. Храни их, сынок. Платком обверни и положи в мешок. С собой понесем. Олежка. Собаку здесь придется оставить. Это же такая хорошая собака! Он меня всегда везде выручал. И нас, если что, выручит, взять возьмем. Он нас не выручит, сынок. За нами с ружьями будут гнаться. Нам нужно выжить, сынок. Лодка моя не прохудилась. Нет, но нас ведь четверо, да еще столько поклажи. А там на берегу есть еще лодка? Да как не быть, столько как людей обидишь. Если только у барской собаки управляющего взять. Но не лодку на такой замок запирают. Но это ничего. Мы такие барские амбары открывали. Лодка его большая. Его большая, но, говорят, легко грести. Вот ее-то и возьмем. Проклянут. Нас они давно уже прокляли. Вон их проклятие! Кто этот человек? Дядя Сурай. Вернулся от Емельяна Ивановича домой, выловили их. Почему перед нашим домом? А чтобы боялись больше. Смотри, говорят, скоро Нечая своего увидишь таким же. Не знал я этого мужика. А он все равно наш. На одно дело вместе шли. Да может хватит изгаляться над ним. Ой, не надо, не надо. Надо всем пропасть. В доме напротив управляющий сторожа поставил. И днем, и ночью не отходит от окна. Прости нас, Сурай. Сегодня не наша сила взяла. Мастер-пасл. Богу земли будем молиться, чтобы быстрее забрал тебя к себе и не дал долго измываться над тобой. Хранящая наш дом матушка Юртава, прости нас, что оставляем тебя одну в пустом доме. Отпусти ты нас добрым сердцем. Не сердись на нас. Сама знаешь, с какой любовью мы жили в твоем доме. Каких ребятишек-ласточек выпустили летать над землей. Теперь пришло время проститься совсем. С могилами ребятишек, с родней, с тобой. Проститься, чтобы найти новую землю, новое поле. Не осуждай уж нас, Юртава, что мы не берем тебя с собой. Мы сами не знаем, где наше новое место. Но ты же сама видела, как я один рубил стены этого дома, когда привел сюда свою любимую жену, как впервые мы услышали крики наших ребятишек. Мы думали тогда, что за счастье мы свое ухватились обеими руками, что никому его у нас уже не отобрать. А вышло вовсе не так. Иди сюда, сынок. Кланяйся Юртаве. Попроси ее. Пусть хранит она наш теплый дом. Ты здесь родился. Может быть, когда-нибудь
вернешься сюда снова. Хозяин. Храни наш дом, Юртава. Если того, приглядывай. Если что, верь ему. Укутай родового старика нашего. Чтобы не замерз он у нас в дороге. И осветил то место, где нам нужно остановиться. И продолжить наш род. Не умирать мы собираемся. Жить! Ну, пошли. Милые добрые люди, простите ли вы меня за то, что не всегда могла вам помочь. Много страданий вы перенесли. Но так как ведь и молоды вы еще, может, еще детишки пойдут. Но пуще глаза берегите родами, такого умного, такого умелого. А я вас тут ждать буду, ваше гнездо стеречь. Может, и свидимся. Мы стара Керди кормилица, мы старава матушка. Мы упали, тебя ушибли, упали здоровыми, уйдем прощенными. Прости нас. Верява! Верява! Посмотри с добрым сердцем! Сделай добро! Без ног догнала, без рук поймала, без глаз увидела, без ушей услышала, Без рта укусила, без зубов съела, без языка проглотила. Верява, хозяюшка, кормилица, может, мы тебя испугали, может, потревожили. Сделай милость, укажи дорогу. Тетяй! Авай! Где вы? Не оставляйте меня одного! Куда-то все падаю. Падаю, в глубокую яму падаю. Глаза открою, перестаю падать. Закрою, опять падаю. Попить бы. Сейчас, сынок. Вот. Глотни немножко.
ты коня вон ту бабку бей! Ну вот опять мимо! Опять падаю. Сынок, сынок. Бредит. Словно в бане даже пар от него идет. Говорит, падаю куда-то, все в сторону тянет. А сейчас только с сестренкой, с братиком в бабки играли. Так ведь боли никакой не чувствовали. Сошел с лодки, было все хорошо. Скрывал, мужской норов показывал. Войне-то ведем. Да ведем! Ну что с тобой, не отец с матерью? Мы четверто держишь в пути. На-ка, сынок, хлебни. Хлебни. И не слышь. Барбара, издалека дуешь. Знаешь, откуда пришла болезнь. Эй, Бармама, ты надула. Эй, ты принесла. Эй, ты из Оврага. Эй, ты из долины. Эй, ты из леса. И от слова умысла. Прости, мама, прости, мама, не тебя пугаю. Прости от всех скорбей, от всех болезней. Прости. Огнем горит, обжигает. Открой глаза, сынок. Сними с себя всю тяжесть. Изгони тяжелую болезнь свою. На тебя теперь вся моя надежда. Верепас Всевышний, кормилец наш, Нишкипас жалостливый, не пытай нас огнем небесным. Ты же сам дал нам дитя нашей жизни, продолжателя. Не забирай его назад. За ним никакой вины еще нет. Зачем? Зачем ты посылаешь на него свой ветер простудный? Просят тебя, исправь свою оплошность. Войничай, как ты разговариваешь с Нишкипасом? Говорю, Янца, наша жизнь и так похожа на этот огонек. Вот этой свечи, которая колышется даже от легкого ветерка. Хоть сегодня услышат нас Нишкипас это горькое слово. А как же понимать тебя? Ты же Бог. Ты же все знаешь. Все видишь наперед. Зачем? Зачем столько страданий посылаешь на нашу землю? А? Выходит, не напрасно? Люди шли за правдой к Емельяну Ивановичу. Послушай ты меня, Нишкипас. Если ты не повернешься к нам лицом, если не спасешь моего ребенка, мою последнюю надежду, я перестану тебе верить. Я скажу, нет тебя! Нишкипас, не слушай его. Это он от горя нашего уж больно детей своих любил и стал таким после их потери. А я не сошел с ума, Янца. Не сошел. Зло, которое делают с нами люди, делает меня другим. И как же мне не быть другим, видя все это? По 4, по 5 висельников на плотах. И хоть бы один, хоть бы кто-нибудь пытался бы узнать, есть ли виновные среди них. Я не сошел с ума, но Янца, не сошел. Прости меня, нечаянно, я с ума схожу. Скажи, что мне делать? Я так не выдержу. Скажи, нечаянно. Что мне делать? Я так не выдержу, нечаянно. Огнем горит, обжигает. Так у Петруньки с конями было, когда заболели.
Ну, Янза, отвернись. Уж безобразен я. Всю кожу с груди счистили раскаленной железной лопатой. Это как же? Кто умеет это сделать, сделает. Отвернись. Нечаянно. Лепи на его тело листочки, лепи быстрее. Не остыли бы. Ничего. Сейчас попробуем бабушкину ворожбу. Я бывал, когда заболею. Меня разделают догола. Поставят дедушки на колени и на печку. И потом мой дедушкин пот в одну речку стекается. И мы дрыхнем. Дрыхнем, пока не проголодаемся. Нечаянно. Теперь на грудь ему лепи. Лепи. Ну, Янза, укрой нас. Укрой. И потуже затяните. Нечаянно, горшок. И как только эрзяне пьют такое пойло. Ну ничего, ничего, сынок. Сладкого зелья не бывает. Такое зелье только для самых умных. А ты как раз такое и есть. Пей, пей, сынок. Ну, я же говорю, слаще сладкого. Горький. Валерипас разговаривает. Такого зелья не только мужик. И медведь заговорит. Сынок, возьми все мое тепло. Отгони от себя боль бродячая. Так, а теперь выпейте его. Выпейте да подальше от меня, ну сколько времени целовались. Это что? Ну Янза, ну нерви ты свое сердце. С Радаем все будет хорошо. Низкий-пас поможет нам. А ну-ка выпейте, узнайте, от чего эрзянские мужики оживают. Тогда придется глотнуть побольше. Пей. Пей, а при этом говори. Пью мед, только мед, только мед. Дядя Аляш, давал? Да нет, сынок, ты спи, спи. Тебе показалось. Отгони от себя боль бродячую. Спи. Да нет, это давно, это его голос. Да нет, тебе показалось, ты спи. Спи, сынок, спи. Да это давно, он зовет меня. Довол, сыночек, довол, это его голос. Как же он нас нашел? Даже через речку чувствует нас. Дядя Олеж, тетя, возьмем его с собой. Да, конечно, возьмем, да. Только как? Не человечьим голосом рыдает. Мужицким. Ничего. Стемнеет, я поплыву. Я? Поплыву я. А если что, кто будет лечить Радая? За меня не беспокойся. Я поплыву тихо, тихо. Ну, я... Пусть так и будет.
Ничего, сынок, ничего. Отгони. Отгони от себя боль бродячую. Тебе еще нужно пройти долгую-долгую дорогу. Отгони. Смотрите! Смотрите! Лебеди летят! Домой возвращаются! Долго нам еще бегать? Долго нам еще прятаться? Где наша вольная воля? Ну ничего, ничего, оживем. А когда оживем, то и любовь к нам вернется. Я когда-то раньше сына целовал в макушку, но он засыпал. Когда забуду поцеловать, ворочается, ворочается. Надоест ворочаться, кричит: «Тять! Тять, а макушку!» Подойду, поцелую, и он засыпал. Засыпал и я. Верява, Верява, идем с нами жить. Идем с нами жить. Будем в лесу дрова рубить. Дрова будем рубить, легче станет жить. Кто придет к нам красть? Поймаем и забьем. Поймаем и забьем, без штанов пошлем. Веря, а приходи со мной спать. Приходи со мной спать, долгую ночку коротать. Прости, Верява, может, он тебя обругал, нехорошим словом назвал. Давай долго. Ну вот, сынок, вот твой первый дом, который ты поднял своими руками. Этот дом ты никогда не забудешь. Сынок, сынок, сынок. Граде, а ну, посмотри, какой вечер хороший, а? А ну, посмотри на небо. Ну, посмотрела, что? Знаешь, нет, где-то там на небе
Здесь и твоя звездочка. Которая? И почему она моя? А вот родился ребенок. Издал свой первый крик. Знаешь, такой... И его голос сначала по земле разнесся, а потом эхом отлетел в небеса. И где-то там маленькое-маленькое сердце маленького человека стало маленькой звездочкой. Откуда ты это все знаешь? Мне дедушка рассказывал, а ему его дедушка рассказывал. А потом мы вместе с сыном его звездочку искали. Ну и где моя звездочка? Как найти ее? Она сама тебя найдет. А ну зажмурься. Да покрепче, покрепче. Я досчитаю до 3. Когда откроешь глаза, первая звездочка, которая на тебя посмотрит, и будет твоей. Понял? Понял, дядя Олеж? Закрой глаза. Который? Оба закрой. Один, 2, 3. Открывай. Вон она моя звездочка, та, которая самая яркая. Вот и хорошо. Когда она тебе понадобится, закрой глаза и досчитай до 3. А где твоя звездочка, дядя Олеж? Моя та же, которая первая посмотрит на меня. Вот так устроена вся журавлиная дорога. А что это за дорога? Парень, это наша с тобой дорога. Дорога всех разъям. Ну и где же она? Видишь белая полоса из звезд? Это идут своей дорогой рзями. Тысячи лет уже идут. И мы с тобой среди них. И куда это мы идем? Известно куда. За лучшей жизнью. Знаешь, сынок, когда-то раньше на земле жили мужчины и женщины. И так любили друг друга. Как твои Ава и Тетя. И ты будешь так же любить, когда женишься. Ну, дядя Олег, разве всем надо жениться? А как же, сынок? Без этого жизнь остановится. Я уже вижу, какое горячее сердце у тебя будет. Сама звездочка об этом горит. Виряна! Виряна! Прими мою молитву. Да понравится тебе моя стряпня. Да успокоится твое сердце. Да наполнится твой живот. Вот. Из корней кувшинок лепешек напекла. А чтобы горечь снять, немного в тесто меда диких пчел положила. Голод всему научит. С тобой никогда не умрешь. Ну что, поцелуем за это нашу четверняшку? Даже трижды. Разрешишь? А ну, чтоб сама закончит. Вам нравится стряпня? Поцелуйте. А то, боюсь, как бы мне одной все лепешки съесть не пришлось. А я тебе помогу.
У меня там своя звездочка есть. Да и у вас свои звездочки есть. Дядя Олежка говорит, они такие же яркие, как и моя. Хорошо бы, сынок, чтобы она сохранилась на всю твою жизнь. Тебе спать не пора. Куда ребенка гонить? Родной ребенок! Ребенок. Не чай. Не чай? Да вот, ну я. Давай, ну. Вот, смотрите, вон как вымахал-то. Да это он еще в силу не вошел. Не бойся, дядя Олежка. Уже вошел. А ты как невеста? Не устала? Или невеста не устаю? А то он какой! Я бы ночью готов бревна писать. Ну, мужики, языки-то поразвязались. Все равно на луне. Рада? Сынок, сходи на ночь кустики, полей. Сходи. Я сейчас, дядя Олежка. А я смотрю, ты моего сына хочешь совсем к себе забрать. Нет, не чай. Он твой. Ну и мой, конечно. Вы там потише радуйтесь. Он все слышит. Так, я и так уж таки... Ну ничего, лестно же я. Знаешь, Олежка, я ее так люблю. Так люблю. По-моему, даже после женитьбы со мной такого не было. Да такой любви хоть каждый день по ребенку рожать. Знаешь, Ничей, я когда сына твоего лечил, Радая, слышу, у него сердце будто дятел долбится, знаешь, так быстро так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Положил ему руку на грудь и уснул. Представляешь, проснулся и испугался. Дятел долбиться перестал, а сердце так, знаешь, так медленно. Тук-тук, тук-тук, как будто и не торопится никуда. И знаешь, такое тепло залило мою душу. И на губы кто-то, знаешь, солью посыпал. И так тепло стало в сердце. Олежка, они тебе за это даже в ноги не поклонился. Да ладно, нечаянно. Сверху донизу? Насколько сил хватило? Так. А ну-ка, леги с лебеденком. Давай по гнездышку. Ну, Пошли! ну, тяг. По гнездышку. Банявушка, матушка серебряная, ой, тяжелое тело мое облегчилось, темное лицо мое просветлело. Ой, спасибо, спасибо тебе. Ой, Банявушка, матушка.
серебряная. Ой, спасибо. Ой, спасибо тебе. Вымыла, вытерла. Я словно крупинка просиная стала. Ой. Не опачка. Если и вечер такой будет, то куда-то станет хорошим хозяином нашего дома. Впустим его к себе. Теплее для всех станет. Как же без него? Ни крепкого сна, ни покоя. Да с тобой какой же покой. А разве я виноват? А разве я? Нет, ну почему ты? Вон он там наш Нишка. Пощекочет без сердца. Попробуй выдержи тут. Ну и не путевое же у тебя сердце. Нечаянно. Его вини за это! Это его воля Нуянца. Значит, любит нас. Взял, да посадил мне сердце не на то место. Поднять бы ему! Выше его поднять! Я вот что за мужик без сердца. Но я думаю, он правильно сделал. Ты же не в обиде на него за это. Ты и хозяйка леса веряла. Бережет наше тепло друг другу. Может, наша спокойная жизнь страдающие брата с сестрой принесет? Нишкипас. Ой, Нишкипас. Нечаянно. А ты бы лестницу до неба поставил и Нишкипаса за бороду потрепал. А ты что зачем? Думает он или нет нам ребятишек подарить? Вот моя матушка, а? Смотрю, что ты уж больно расхрабрилась. Нишкипаса за бороду. Ты ведь раньше боялась его имя вслух-то произносить. Ой, нечаянно. Нечаянно, правда. Правда нечаянно. Нишкипаса за бороду. Ой, нечаянно. Правда. Пусть Нишкипас простит меня. Устала я от страха за вашу страдаемую жизнь. Ой, Нишкипас. Посмотри на нас, лесная птица. Посмотри на нас, дед лесной. Чтобы сохранить душу своего рода, мы бежали к тебе, в твой лес. Не гони нас. Приюти и дай нам жизнь. Стань нашим главным хозяином, хранителем нашей судьбы. Будь тогда нам Юртон Кирби, куда ты, хранителем судеб наших, дающих нам и ум, и здоровье. Укутай нас от злой силы, от бед и болезней. Дай нам большую любовь друг к другу. Понимание любого желания друзей и товарищей. Надежду отцу и матери на продолжение рода. Прими от нас, лесная птица, силу нашего родового огня. Просим тебя, дай нам свою кровь ради продолжения жизни нашей, ради продолжения рода нашего. Какие времена были, бывало, расправишь крылья, хвост распушишь, и как затакуешь. Мне бы сейчас какую-нибудь старушку, подружку завести, чтобы оберегать сон моих молодых хозяев, чтобы их нежную любовь сохранить.
мои дорогие, отдыхайте. Отдыхайте, мои хорошие. Ну веди сюда своего дядю купца. Только сюда, выходите, там темно. То он еще в нижних портках. Тебя стесняется. Вот соберу, принаряжу его, тогда выйдем. А вы не забывайте о Акудате. Он здесь живет. Всегда наступайте ногой вот сюда. Как будто в гости к нему пришли. Он, говорят, любит гостей. И откуда ты все это знаешь? А мы, когда в деревне жили, бабка Агая рассказывала. Ну, ребенок! Все знаешь. Любили они бабку Агая. Нам с тобой столько не знать. Не смотри на меня так. Вы поняла, что меня так и потянет к тебе. Тогда сватов засылай. Смотрите, ну посмотрите, какого я вам купца привез. Спасибо, но я Вот увидел бы парень Хлыстов, как бы пасть свою беззубую разину, так бы и забыл ее закрыть обратно. Вот когда ты увидишь, дядя, тогда торги-то и начинай. Ну я же не Хлыстову твоему собираюсь. Дядя Олежка у нас самый красивый жених на весь лес. Да я из неженатых, на всю округу один и остался. Вот как у русских говорится. Первый парень на деревне, а в деревне один дом. Нет, а я? Забыл. Прошу меня простить. Но только ты красивее меня. А, прям как на картинке. Серег, ты бы язык свой укоротил бы немного, а то больно длинный стал. Хорош. Ничего не скажешь. Но смотри, купец. Держи глаза вострее, а уши пошире. Ну сядем перед дорогой. Пора. Ты что, Олежка? Да когда? Впервые ведь расстаемся. Мы же с тобой 3 года одни и те же беды вместе бедовали. И вдруг расстаемся. И кто его знает? Что там? Что завтра будет? Ничего. Может, простимся, как розянские мужики? Да не люблю я этого прощать. Ты не верь я в плохое, ты вдруг плохое. Да ты это будешь не ты. А я думаешь, верю. Обычай такой. Берегите друг друга. Провожайте